Доброе утро, Якутия! Мы рады приветствовать наших телезрителей на каналах Якутия-24, НВК, Саха. И вот наступила долгожданная пятница. На календаре 26 мая завершаю эту неделю вместе с вами я, Руслан Ачиров, в этой замечательной студии. Но не будем тянуть время, давайте сразу узнаем, что вас ждет сегодня в нашем утреннем выпуске. Наступает сезон отпусков, и каждый, я думаю, планирует, как это сделать с пользой. Мы сегодня с вами поделимся информацией, как правильно уйти в отпуск. Информация будет полезна как работникам, так и руководителям. Сегодня отмечается День предпринимателя. В рамках этого дня у нас в гостях побывает эксперт по бизнесу, где мы поговорим о наших якутских предпринимателях, узнаем, что сегодня в тренде в бизнес-сообществе и чего не хватает. Также сегодня, 26 мая, выпускники сдают ЕГЭ по химии, литературе и по географии. Наша рубрика «Полезный завтрак» будет посвящена им. Специально для наших выпускников школ мы сегодня приготовим полезный завтрак, который поможет им не только справиться со стрессом, но и сдать успешно экзамен. Далее у нас будут наши традиционные рубрики «Даты и события», «Мой питомец» и «Музейный гид». Также сегодня мы покажем сюжет из Томмота, где прошла акция «Библия ночь». Ну а культурную тему продолжит материал наших коллег о проекте «Вот это да», который завершился на прошлой неделе, и были озвучены имена победителей. Наш эфир мы завершим музыкальным клипом, поэтому оставайтесь вместе с нами. Ну а еще больше новостей вы найдете у нас в нашем телеграм-канале. Чтобы перейти на него, достаточно навести вашу фотокамеру на QR-код, который находится на вашем экране. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. По данным Управления гидрометцентра, в центральных районах республики температура воздуха на 6 часов утра составляла от плюс 3 до плюс 7 градусов. В заречной группе от плюс 2 до плюс 8, в южных плюс 2, плюс 4, в Вилюйской группе районов 5-7 градусов выше нуля. В Нижнеленских плюс 2, плюс 4, в западных плюс 2, плюс 6. В Колымо-Индигирской группе улусов от 0 до плюс 9 градусов. В Янских улусах минус 5, минус 3, на северо-западе от минус 3 до плюс 2 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла плюс 8 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. Но температура поверхности Земли поднимается к 2100 году на 2,7%, 2,7 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, что вытолкнет более 2 миллиардов человек, а именно 22% прогнозируемого населения Земли, за пределы зоны климатического комфорта. Об этом сообщает издание Nature. В число стран, которые в первую очередь столкнутся со смертельной жарой, войдут Индия, Нигерия, Индонезия, Филиппины и Пакистан. На сегодняшний день ученые фиксируют потепление на чуть менее 1,2 градуса Цельсия. Последние 8 лет вовсе были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Стоит отметить, что даже такой рост температуры уже приводит к тяжелым последствиям, длительным засухам и лесным пожарам. На каждые 0,1 градуса Цельсия повышения температуры выше нынешнего уровня еще около 140 миллионов человек будут подвергаться опасному воздействию тепла, подчеркнули ученые. Впрочем, ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса, установленном Парижским договором по климату в 2015 году, все-таки может сократить число тех, кто подвергается риску, до менее чем полумиллиарда. Ну, действительно, и даже судя по прогнозам, которые говорят, в Якутии будет достаточно жаркое лето. Ну а сегодня в мире отмечают День Рыжика, День сварщика, День Дракулы, День хождения босиком. Чем еще знаменателен этот день и какие памятные даты отмечаются сегодня, мы узнаем из нашей рубрики «Даты и события».
26 мая – День российского предпринимательства. Также сегодня День снежного барса на Алтае. Регион принял экологическую эстафету от жителей Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. По народному календарю, если в этот день появились комары, то летом будет много ягод. А если комары вьются, то это к теплым и солнечным дням. 26 мая 1829 года русские моряки одержали победу в сражении у Босфора над турецкими линейными кораблями. В этот день в 1913 году совершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь». 26 мая 1938 года заложили фундамент первого завода Volkswagen. Задачей предприятия было разработать для немецкого народа небольшой, надежный и дешевый автомобиль. В 1948 году в этот день Временное правительство Израиля издало указ о создании армии обороны. Само государство Израиль на политической карте мира появилось в середине мая этого же года. 26 мая 1972 года в Мюнхене открыт стадион Олимпиа-Стадион. Его специально спроектировали и возвели к началу Олимпийских игр 1972 года. 26 мая 1835 года на свет появился Григорий Пушкин, русский офицер, младший сын великого поэта Александра Пушкина. В 1938 году в этот день родилась Людмила Петрушевская, советская и российская писательница-драматург. 26 мая 1951 года родилась Салли Райт, американский астронавт, первая американская женщина-космонавт. В 1969 году 26 мая появилась на свет Анжелика Варум, российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас и Юрий. День предпринимателя в России отмечают 26 мая. Согласно российскому законодательству, каждый человек имеет право открыть свое дело и вести бизнес. Направление деятельности может быть разное. Главное четко понимать, чем ты хочешь заниматься для успешного роста и развития. В День предпринимателя 2023 года проводят массовые мероприятия, концерты. Также это важный день, чтобы не только отпраздновать свой профессиональный праздник, но и получить массу информации и практических навыков для дальнейшего роста в сфере предпринимательства. И сегодня у нас в гостях Надежда Курчатова, бизнес-консультант, который именно продвигает и помогает молодым и начинающим предпринимателям вести свой бизнес, при этом учитывая современные тенденции. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Вы являетесь бизнес-консультантом. Можете поподробнее рассказать про вашу деятельность? Я работаю в консалтинговом центре, я бизнес-консультант. Консалтинговый центр работает с 2018 года. Его основатель Табун Джулустан. Он начал развивать сначала свою компанию в Вилюйске. Сейчас у них уже 6 магазинов и 100 сотрудников. Это семейный бизнес, и благодаря этому он начал развиваться именно в предпринимательстве. Потом, переняв опыт свой, он приехал в Якутск и начал работать с предпринимателями, улучшать, начиная с категорийного менеджмента, маркетинг и персонал. На данный момент сейчас у нас 2 соучредителя. Это Джулустан и Лина Жаркова. Лина Жаркова, она экспертна именно по управлению с персоналом и работой с финансами. И так у нас организовалось сейчас сообщество консультантов. Мы работаем по 7 бизнес-процессами. Именно это вот мы рассчитываем рынок именно вот по Якутии. Маркетинг работаем, с продажами, с финансами, персоналом работаем и, конечно, с финансовым планированием. А как вы пришли к тому, что начали помогать предпринимателям? Ну вот, как я ранее рассказала, видно было, что есть сложности. И в Якутии нету консалтингового центра, тот, который комплексно бы помогал предпринимателям. Большинство это какие-то такие узкие сферы, как налоги, например, да, продажи и так далее. Но наше сообщество, оно объединилось, и мы помогаем в комплексе. Это больше помогает предпринимателям развиваться системно. А каким, на ваш взгляд, должен быть современный предприниматель? Современный предприниматель – это тот человек, который любит свое дело, и он развивается системно. Предприниматели у нас в большей степени думают про
прибыль, про деньги, да, мы считаем, что это человек, который должен эффективно развиваться, системно развиваться, делать так, чтобы в коллективе были взаимоотношения, и тем самым были и отношения с клиентами. Ага, ну вот современный предприниматель, развиваясь, он должен еще быть более эффективен не в плане только предпринимательства, да, но и еще быть семьей, да, с друзьями, также и этим самым выходить из зоны своего комфорта и больше работать. Мгм. Ну, вы отметили, что действительно Якутия, да, у нас большой регион по территории, а население не такое большое, да? Да. Вот есть какие-то особенности, скорее всего, и вот какие ошибки обычно допускают якутские наши предприниматели? Ага. Ошибок есть несколько, ну, можно сказать, причины, да. Первое – это больше рынок, да. То есть предприниматель должен понять сначала, на каком он рынке работает. Бывает такое, что он выбирает более рынок, который уже падающий. Из-за этого, получается, усердно работать нужно будет ему, да, и оплачивать хорошую зарплату, чтобы коллективу ему будет сложно. И из этого они условно выгорают, устают и уходят в минусы. Ага. Второе – это маркетинг. Наши предприниматели, они еще бывает, что открывают бизнес, но ну, они творческие, в основном бывают, открывают бизнес, но не занимаются рекламой. А реклама – двигатель прогресса. Да, реклама – двигатель прогресса, из-за этого им бывает сложно, и продажи не идут. Ага, и еще финансовое планирование, да. Многие предприниматели не считают вообще финансы. Финансы планирования – это когда каждый расход приносит доход. Ага. Мы должны будем правильно рассчитывать финансы, чтобы высчитать, сколько количества нам вообще продаж нужно. Ага, это вообще не делается. Ну, а вот какой бизнес сейчас наиболее актуален вот среди нашего бизнес-сообщества, именно в Якутии? Так именно актуального нету, потому что разные сферы, разные рынки. Можно сказать, что если есть конкуренция, да, значит, там есть спрос. И предприниматели очень стараются переходить в ту нишу, где большая конкуренция. Ага, но если ты конкурентоспособен, значит, ты хорошо развиваешься. Ну, это надо считать рынки. Что, ну и буквально несколько секунд можете поздравить ваших коллег с праздником. Ага, поздравляю своих коллег, предпринимателей, с таким хорошим праздником. Я желаю успехов, чтобы у вас работали эффективные предприниматели, и желаю, чтобы вы хотели улучшать свой бизнес. Спасибо, Надежда. Но, дорогие друзья, мы также присоединяемся к поздравлениям. Ну а сейчас прервемся на блок новостей. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Республика входит в топ-12 рейтинга по исполнению нацпроектов. За 5 лет значительно возросли объемы строительства объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также расселения ветхого и аварийного жилья. Так, с 2018 по 2022 годы в регионе ввели более 270 социальных объектов. Построили свыше 2 миллионов 800 тысяч квадратных метров жилья. В республике реализуется самая большая программа по переселению из аварийного жилья в стране. За это время по республике ликвидировано 508 тысяч квадратных метров аварийного жилья, из которых расселены 27 тысяч граждан. В парламенте Якутии провели публичные слушания об исполнении бюджета республики. С докладом выступал министр финансов Валерий Жандоров. Он сообщил, что бюджет республики в прошлом году уточнялся 4 раза. Объем поступивших доходов за год достиг в сумме почти 320 миллиардов рублей. Кассовое исполнение расходов достигло порядка 330 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета составил 10 миллиардов рублей. На реализацию нацпроектов в прошлом году было предусмотрено 70 миллиардов. Введено 584 тысячи квадратных метров жилья. На Дальнем Востоке по вводу жилья Якутия занимает 2-е место после Приморья.
Если раньше все-таки у народных депутатов, членов комитета всегда возникали вопросы, а почему вот по тем или иным государственным программам исполнения порядка 60-70%, сегодня эти вопросы практически не прозвучали, потому что исполнение бюджета практически более, около 100%, даже с перевыполнением идет. Поэтому, надо сказать, ГРБС и наше министерство сегодня мобилизовались, и качество исполнения сегодня очень достойное. Поэтому мы отметили о том, что бюджет абсолютно достойный 2022 год при тех условиях, при которых мы его прожили. Креативный кластер «Квартал труда» победил в номинации «Лучший архитектурный проект по Дальнему Востоку». Высшую награду Дальневосточного архитектурного фестиваля ДВ «Зодчество» имени заслуженного архитектора России Александра Ческидова завоевали якутские архитекторы за проект создания креативного кластера в Якутске. Авторский коллектив архитектурного бюро «База-14» под руководством Марии Скрябиной получил золотые дипломы и главный приз Гран-при «Мастер». Кластер сейчас насчитывает 70 резидентов. В перспективе количество резидентов достигнет 150. Благодаря появлению креативного кластера будут созданы 1200 рабочих мест. Власти республики планируют создать в регионе многофункциональный кинопавильон полного цикла для дальнейшего развития киноиндустрии. В павильоне будут предусмотрены площадки для съемок, студии, звукозаписи, перезаписи, монтажа, цветокоррекции и визуальных эффектов, костюмерные и гримерные мастерские по декорациям и реквизитам. Согласно представленной презентации, в проекте предусмотрены 2 киносъемочных павильона для масштабных интерьерных съемок с круговым XR-экраном с охватом в 360 градусов, а также 2300 квадратных метров для студий и офисов. Окрыленные искусством, под таким названием в Амге открылась персональная выставка выпускниц художественного отделения Амгинской детской школы искусств. Аляна Никитина, Саймына Лыткина, Вероника Шабельская и Кюнея Яковлева окончили художественное отделение с отличием. У каждой выпускницы свой стиль, индивидуальная техника рисования. Девочки являются победителями различных международных, всероссийских и республиканских конкурсов детского творчества. С первой персональной выставкой девочек пришли поздравить их родственники, друзья, учителя и одноклассники. Пожелали юным художницам дальнейших творческих успехов и еще больше вдохновляющих картин. Мне больше нравится рисовать красками природу и натюрморты. Я научилась правильно строить фигуры, как правильно рисовать природу, людей. Я заняла лауреат первой степени своей картиной «Дорога домой». Я нарисовала зимнюю природу вечером и 2 ребенка, идущие домой после школы. Сегодня по всей стране стартует основной этап сдачи единого государственного экзамена. Сегодня выпускники школ будут писать ЕГЭ по географии, литературе и химии. Напомню, что это предметы на выбор, а вот в следующий понедельник ребята будут сдавать ЕГЭ уже по русскому языку. Наша команда передачи «Утро Якутии» желает всем, кто сегодня будет садиться за парты и сдавать ЕГЭ, удачи и, главное, не волноваться. Мы с вами и вместе с вашими родителями и друзьями держим за вас кулачки. Ну а чтобы все было хорошо, мы желаем нашим выпускникам с утра хорошенько позавтракать и пойти на сдачу экзамена сытыми. Сегодняшняя наша рубрика «Полезный завтрак» посвящается именно вам. Доброе утро, Якутия! Меня зовут Юлия Заболоцкая-Избекова. Я нутрициолог, специалист по адаптивному питанию. Сегодня мы с вами будем готовить модную еду. Она называется смузи. Смузи бывают разные. Часто вы, наверное, встречались со смузи, которые сделаны полностью овощей или из фруктов. Мы сегодня будем делать смузи питательный, потому что мы добавим в него овсяную кашу. Каша в данном случае будет выступать источником белка. Ну, наверное, все слышали, что крупы – это не только источник углеводов, но также и в них содержится повышенное содержание белков. Берем с вами вареную овсяночку, укладываем в блендер. 3-4 столовых ложки – это нам на пару порций в данном случае, да? Потом в этот же блендер мы с вами кладем банан.
Банан полезный достаточно фрукт, в нем содержится очень много калия, микроэлемента, который нужен для сердечно-сосудистой деятельности. Положили банан. Добавляем немножко естественного подсластителя меда. Если у вас нет меда, не расстраивайтесь, вы можете также спокойно добавить немного сахара. Смузи не обязательно должен быть сладким. Если вы не любите сладкие вещи, вы можете сделать смузи из овощей и овсянки. Перемешиваем. То, что мы в смузи добавляем овсяную кашу, делает его более густым, но и на самом деле более сытным. Нам теперь осталось оформить наши порции. Мы выкладываем бананово-овсяную смесь на дно стаканчиков. Так, все. Вообще овсянка уникальная каша. Ее можно использовать и для выпечки, и для десертов, как гарнир, как просто кашу на завтрак. Поэтому можно с ней экспериментировать и придумывать свои собственные рецепты. Я купила сегодня фруктовый йогурт на натуральных заквасках. Это всегда указывается на упаковке. Обращайте внимание на то, чтобы в качестве консервантов у вас было как можно меньше букв «Е». Желательно, чтобы их в йогурте вообще букв «Е» не было, да? И чтобы йогурт был сделан либо на восстановленном сухом молоке, либо на молоке. Восстановленное сухое молоко ничем от молока не отличается, не надо этого бояться. Вот. И теперь мы, получается, наш красивый вот этот вот йогурт выкладываем сверху. Получается очень легкий такой, воздушный, приятный десертный завтрак для сладкоежечек, но при этом с дозированным содержанием простых сахаров, что тоже очень немаловажно. Как говорил Джеймс Бонд, взболтать, но не смешивать, да? Наш полезный и простой завтрак готов. Всем приятного аппетита! Спасибо, Юлия. Но я думаю, что этот завтрак поможет сегодня нашим выпускникам сдать ЕГЭ на хорошие, отличные баллы. Ну а если школьники готовятся к экзаменам, то родители, думаю, готовятся к отпуску. Как правильно подготовиться к отпуску, кандидат психологических наук, основатель A-Lab Елена Хлевная рассказала, как сотруднику правильно подготовиться к летнему отдыху, а также как стоит себя вести работодателю, чей сотрудник в ближайшее время собирается отдыхать. Чтобы качественно отдохнуть, человеку очень важно вне отпуска отключить свой мозг от рабочих проблем. Важно заранее закрыть задачи, которые можно закончить до отпуска, постараться не брать новые проекты и максимально завершить процессы, пояснила кандидат психологических наук, основатель A-Lab Елена Хлевная. Уже за 2 недели до начала отпуска человек начинает перестраиваться вне зависимости от его увлеченности работой. Мозг и нервная система человека готовятся биологически к выходным. Задача работодателя – постоянно поддерживать мотивацию, создавая среду вовлеченности, интереса и ответственности работников за результаты своей деятельности. Конечно, действует и материальная мотивация за закрытые задачи, за завершение каких-либо дел до отпуска, заявила эксперт. Понимая, что сотруднику через 2 недели в отпуск, руководитель должен давать ему краткосрочные поручения, которые тот способен выполнить до отъезда. Кроме того, важно, чтобы задача не разрывалась на период отдыха. Если нет возможности закончить рабочий этап, то нужно, чтобы были коллеги, которые могли бы быстро перехватить выполнение этой работы. В том числе достижения за день, достижения за неделю, обсуждать результаты, поощрять, хвалить. Это общие принципы, которыми должны пользоваться руководители. Особенно в период, когда очень много сотрудников в отпуске, заключила Хлевная. Ну а далее наш выпуск продолжит наша пятничная рубрика «Мой питомец». Сегодня мы вам расскажем о значимости дегельминтизации домашних животных, так как с наступлением теплых дней люди все чаще предпочитают гулять с домашними питомцами на свежем воздухе, и порой такая прогулка может стать опасным для животного. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать об обработке от внутренних и внешних паразитов. Мы должны обрабатывать наших питомцев
от внутренних паразитов. Туда входят глисты. Мы должны их обрабатывать раз в 3-6 месяцев, в зависимости от образа жизни. Если ваш питомец питается сырой пищей, либо пьет воду в водоемах открытых, то обязательная обработка должна быть раз в 3 месяца. Если же ваш питомец питается сухим кормом, то можно обрабатывать его раз в полгода. Для этого есть таблетки, такие как Милпрозон, Диронет, Селафорт. Также есть в каплях. Капли капаются у нас на холку питомца. Это такие капли, как Инспектор. Также они очень хорошо подойдут для обработки от внешних паразитов. В летний сезон у нас есть такая проблема, как сердечные черви, которые переносят комары. То есть комарик укусил питомца, в кровь попал паразит и могут начаться проблемы. Данные капли очень хорошо помогают нам для профилактики таких проблем. Глистогонить можно как дома, так и в ветеринарных клиниках. Если вы проглистогонили питомца дома, не забудьте вклеить наклеечку ветеринарный паспорт о дате дегельминтизации. Также, придя в ветеринарную клинику, не забудьте взять с собой обязательно паспорт, чтобы врач вам сделал эту пометочку. В начале этой недели мы вам рассказывали, что в Национальном художественном музее Якутии проходит выставка Ивана Шишкина, выдающегося художника России. И в нашей рубрике «Музейный гид» мы для вас проводим виртуальную экскурсию по картинам художника. «Царь леса» – именно так называли Ивана Шишкина его современники. За его картины соперничали между собой Павел Третьяков и император Александр III. А потому неудивительно, что обширные живописные коллекции художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Русском музее. Третье же по обширности собрания произведений мастера хранится в фондах Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, откуда к нам в Якутию прибыла выставка «Иван Шишкин. Живопись и графика». Иван Шишкин родился в 1832 году в городе Елабуга. Сейчас это как раз территория современного Татарстана. В семье купца второй гильдии. И с детства в нем росло и зрело желание стать художником. А потому неудивительно, что в возрасте 20 лет он отправился в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, чтобы научиться ремеслу живописца. Затем же он принял решение поступать в Императорскую академию художеств. Что интересно, при поступлении Иван Шишкин поставил себе следующую задачу. Он сказал себе, что если не сможет получить за годы учебы большую золотую медаль, то вернется на родину, вернется домой и станет помогать отцу, станет продолжателем семейного дела. Большая золотая медаль давала художнику исключительную возможность путешествовать по странам Европы и оттачивать свое ремесло, оттачивать свои навыки. И так получилось, что, конечно же, Иван Иванович одержал победу в конкурсе, получил большую золотую медаль и выбрал для себя такие страны, как Германию и Швейцарию. И в 1865 году он написал картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», за которую получил звание академика от Императорской академии художеств. Годом позднее, в 1866 году, по заказу уроженца Казани, дворянина и коллекционера Андрея Федоровича Лихачева, художник пишет авторское повторение этой картины «Швейцарский пейзаж». Эту работу мы сейчас с вами можем увидеть на выставке. Что интересно, конечно, западноевропейские виды, западноевропейская природа крайне редко встречается на полотнах Ивана Ивановича. Все-таки он был певцом леса, певцом русской природы. Тем не менее, этот пейзаж очень красочный и невероятно притягательный. Посмотрите, это и великолепно прописанная синева облаков, заснеженные горные вершины, высокие деревья, которые отбрасывают раскидистые тени, и небольшая тропинка, по которой прогуливаются неспешно люди. Вот такие фигуры людей в пейзаже называются стафажные фигуры, и художник вводит их специально с той задачей, с той целью разнообразить и оживить окружающий пейзаж. Но даже в этой работе можно увидеть в правой нижней части хворост.
И посмотрите, именно в этой работе уже художник становится верен своему творческому кредо. Он не приглаживает, не идеализирует пейзаж. Напротив, он показывает природу в ее естественности и первозданности. Приходите на выставку «Иван Шишкин. Живопись и графика», которая работает для всех посетителей до 30 сентября 2023 года. С 2020 года танцевальный спорт в направлении брейкинг, брейкданс официально признан олимпийской танцевальной категорией. И в 2024 году в Париже состоятся первые соревнования по брейкингу в рамках летних Олимпийских игр. В этой связи сообщество брейкеров Якутии возобновило работу по развитию и популяризации брейк-данса с 2020 года. В этих целях в 2021-2022 году при поддержке Министерства спорта проведены республиканские соревнования по танцевальному спорту в направлении брейкинг, The North Battle в Дворце спорта 50 лет Победы, а также другие соревнования. Как обстоят дела сегодня и насколько развито это движение в Якутии, нам расскажут наши гости в студии. Это Иван Степанов, лидер брейкинг-движения Якутии, и Петр Черкашин, старший тренер сборной команды по брейкингу на международных спортивных играх «Дети Азии» 2024 года. Ребята, приветствую. Доброе утро. Очень рад вас видеть в этот ранний час в нашей студии. Давайте вспомним, что такое брейкданс и когда это движение стало популярным в Якутске и кто стоит у истоков этого движения. Ну, надо вспомнить то, что в 80-х годах, наверное, тоже люди, которые в то время интересовались этим направлением, знают, что брейк-данс был очень популярен. Ну и наша волна, наверное, начинается с конца 90-х. В 2000-х большая работа была проведена. С 2006 года мы, как команда Якутск, стали там открывать студии, там, да, чемпионаты проводить и так далее. И это движение в современном таком виде уже получило популярность. Вот так-то, примерно так. Да, действительно, вот движение было очень сильным, да, таким очень много было ребят и желающих, главное, да, молодежь, буквально с небольших лет. Ну, на сегодняшний день, конечно, есть те ребята, которые продолжили эту работу. Вот Петр Черкашин, например, яркий представитель сегодняшнего брейкинга. Ну, Петр, действительно, это уже как больше спорта, да, то есть ты уже как тренер считаешься. Вообще, что такое танцевальный спорт и какие еще виды танца туда входят? Танцевальный спорт, туда входят эти бальные танцы, акробатический нырк и не брейк-данс, а брейкинг уже. Брейкинг, да, это будет правильно назвать. Потому что вид спорта не брейк-данс, а брейкинг. Вот так вот. И вот все вместе мы работаем при Союзе танцевального спорта. Все вместе двигаемся, продвигаем наш республиканский танцевальное направление в Россию и по миру. А есть какие-то определенные критерии, что вот именно брейкинг, что-то, какие-то виды убрали, да, или вообще есть, все равно остается вот этот фристайл, то есть все, на что способен человек, на то и нет, конечно, есть у нас очень большое различие между танцевальным спортом. Если есть какие-то требования вот по бальным танцам, а в брейкинге все равно есть, должен быть свой почерк, свое видение, то должен быть уникальным. Вот это вот все равно доля импровизации. Конечно, есть особые требования с силовым элементом. Чем сложнее, тем лучше, как вы видите в экране. Вот, и да, все равно. Всегда были критерии, когда еще и мы не относились к такому понятию, как спорт, но вот сейчас формализация прошла. Соответственно, когда проходят под эгидой Федерации танцевального спорта России соревнования, то там уже определенная система судейства ведется. А так, конечно, вот судьи могут таким образом голосовать. А как вы думаете, почему вот этот вид спорта внесли в программу летних Олимпийских игр? Это достаточно такой серьезный шаг. Это как, наверное, как со сноубордом, со скейтбордом. У нас очень все равно зрелищный, физически сложный, зрелищный. И вообще по миру и так далее, вообще по всему миру он очень популярный. Вообще, в последнее время, вот как стало это олимпийский вид спорта, это
вообще Ну, получает поддержку максимально. получает поддержку. Минспорт России. Да, ну это не потому, что их просто взяли, вот всегда, везде прям показывали очень хороший уровень. Что касается Якутии, какая работа сейчас ведется по популяризации брейкданса? Ну, как ты отметил, в начале с 2020 года, как брейкинг стал олимпийской категорией, мы приняли решение, что нужно возобновить работу, максимально сделать его популярным, чтобы больше молодежи, детей, подростков стали заниматься. Мы ведем работу такую, которая в первую очередь направлена на воспитание подрастающего поколения. У нас большая цель. В 2032 году будут Олимпийские игры. Хотелось бы, конечно, чтобы там у нас появились потенциальные чемпионы. А для этого у нас есть хорошая поддержка, на наш взгляд. Мы работаем по линии Союза танцевального спорта, где президентом является Николаева Людмила Валерьевна. Вот она оказывает тоже поддержку посильную. Много выездов было и предстоит. В Хабаровск ездили, да? В Москву. До этого Петр в прошлом году много тоже с ребятами по линии детей Азии работал. Вот. Да, и вот мы результат, если говорить, то, что мы являемся чемпионами Дальнего Востока, ну, мы и были до этого, просто всегда. показывает всегда хороший уровень. И, ну, кто официально стал спортом, у нас есть уже чемпионы по практически всем возрастным категориям, от детей до взрослых. Также кандидат в мастера спорта тоже есть первый. Ну, я думаю, сейчас, пользуясь случаем, можно обратиться к зрителям. Возможно, есть желающие начать заниматься брейкингом. Да. Куда обратиться? Ага, ну, в общем, у нас предстоит большая серия соревнований. Вот уже буквально в воскресенье на 203-м микрорайоне будут батлы. Потом 1 июня очень хорошее мероприятие планируется, САИН называется. Потом 3 июня в селе Магарас в рамках фестиваля местных сообществ Адонуфест пройдет открытый турнир. 10 июня в парке культуры и отдыха города Якутска тоже масштабное событие планируется, ну и так далее. То есть и в течение лета и далее будем проводить соревнования. Приходите обязательно туда. С привозом чемпионов мира. Это не просто мы сами говорим, мы уже привлекли людей, которые являются тренерами олимпийской сборной. Да. В общем, люди мирового класса. Ну и обращайтесь к нам в ДЮСШ-1, например, вот, где Петя работает тренером. Все, спасибо. Можно. Здорово. Ну что, друзья, ну а сейчас мы прервемся на новостной блок. Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. Практически все дома и квартиры в России подключат к середине 2035 года к сверхбыстрому интернету, скорость которого будет составлять 1 гигабит в секунду и более. Как поясняется в проекте, к середине 30-х годов 98% российских пользователей проводного интернета будет доступна скорость более 1 гигабита в секунду. При этом половина получит доступ к 10-гигабитным каналам. Над проектом стратегии работает Минцифры России совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. А благодаря проекту федеральной программы «Подростки России» на базе якутского Балагана Чурапчинской средней школы открылся первый в республике современный подростковый центр ЭйГЭ. Реализуют данную программу в рамках деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте. В ЭйГЭ будут проходить занятия 5 кружков детского центра творчества «Радость». Центр оснащен необходимой мебелью. Также для подростков есть музыкальные инструменты для вокально-инструментального ансамбля, оснащенная лаборатория для создания фильмов и мультфильмов. Кроме того, подростки смогут получить консультацию психолога. Я хочу поздравить всех жителей Чурапчинского района с открытием подросткового центра и очень надеюсь, что ваш центр будет содействовать развитию детей, их духовному, нравственному развитию. Экологический центр «Алроса» приступил к лесовосстановлению в Мирнинском районе. Для посадки сеянцев выбрали участки после лесных пожаров. Экологи приступили к посадке 175 тысяч сеянцев сосны, которые вырастили и привезли из лесопитомника Красноярского края. После посадки подрядчики еще 3 года будут следить и ухаживать за подрастающими деревьями. В рамках программы восстановления лесов «Алроса» создала 13 километров минерализованных полос и противопожарных разрывов для предотвращения масштабных лесных пожаров.
Якутск открывает дачный сезон. Окружная администрация приглашает всех горожан на форум «Якутск купеческий». Это мероприятие включает выставку-ярмарку «Дача, огород, усадьба». На ярмарке можно познакомиться с современными технологиями ведения приусадебного хозяйства и новыми направлениями в сфере озеленения и благоустройства, а также удачно приобрести посадочный материал. Организаторы подготовили для посетителей большую культурно-развлекательную программу. Выставка-ярмарка продлится 3 дня с 26 по 28 мая. Форум «Ярмарка» будет приурочен ко Дню российского предпринимателя. Локации у нас будут, кроме площади Комсомольской, у нас мастер-классы обучения, консультации будут проводиться также на территории парка, городского парка отдыха. И планируется участие порядка 150 участников. И поэтому мы сегодня приглашаем всех жителей и гостей столицы посетить данное яркое и насыщенное мероприятие, к которому мы уже готовимся. И я думаю, что данное мероприятие пройдет на соответствующем уровне. Летний кубок Саха КВН в текущем году пройдет в Горном, Чурапчинском и Сунтарском районах. Игры проведут 3, 7 и 10 июня в статусе полуфинальных отборочных туров, после которых в октябре состоится главная игра сезона – республиканский финал молодежных игр Саха КВН. Инициатором возрождения игр КВН на якутском языке среди рабочей молодежи выступил глава села Магарас Владимир Кикиянов. В прошлом он был капитаном команды КВН, которая неоднократно побеждала в республиканских играх, в том числе в летнем кубке 2015 года. Напомним, ранее летний кубок Саха КВН традиционно разыгрывали в рамках ИСЭХа молодежи в числе зачетных конкурсов. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня! Уже завтра, 27 мая, свой профессиональный праздник будут отмечать работники российских библиотек. Дата празднования приурочена ко дню создания в 1795 году повелением Екатерины II первой общедоступной библиотеки России, переименованной в 1992 году в Российскую национальную библиотеку. Изначально планировалось создать не только кладовую книг, но и место, где широкая публика могла уделить время прочтению литературы. Сама императрица занималась собранием книжной коллекции со всего мира, пока, наконец, здание библиотеки не было возведено. Благодаря неоценимому вкладу ученых и писателей Российская национальная библиотека стала влиятельным и значимым культурным памятником на территории современной Российской Федерации. И отмечая этот день библиотеки республики, уже с 18 мая начали проводить ряд мероприятий. Давайте узнаем, что же будет проходить сегодня. Сегодня, 26 мая, в Национальной библиотеке Якутии пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2023». Мероприятие состоится в рамках республиканского фестиваля чтения «Читаем все». Тема акции этого года «Читаем вместе». В этот день посетителей акции ожидает разнообразная культурная программа по различным тематическим трекам. Так, сегодня в 14 часов в основном здании Национальной библиотеки в отделе периодических изданий пройдет встреча с писателем Петром Атласовым. Он будет презентовать авторский сборник по серии «Библиотечные новеллы». Далее в 16 часов 15 минут в фойе основного здания для посетителей проведут интерактивную игру «Тест. Угадай старинную книгу по картинке». Читателям будут предлагать попробовать угадать названия известных книг по картинкам. Игра будет интересна и заядлым книголюбам, и тем, кто только начинает свой путь в страну увлекательного чтения. В картинках будут зашифрованы выдающиеся произведения художественной литературы, известные во всем мире. В 16 часов пройдет поэтическая лотерея. Посетителей ждет уже полюбившаяся всем лотерея со стихами и призами. Будет работать открытый микрофон для всех желающих. Мероприятие состоится в сквере библиотеки. 16 часов 30 минут пройдет мастер-класс «Как написать рассказ» от литературоведа и писателя-фантаста Максима Эверстова и лекция об особенностях литературы для детей от поэта и писателя Ольги Пашкевич. Место проведения – фойе основного здания. С 17 часов начнется презентация электронного издания «Эко-сказки. Приключения розовой чайки». Автор – педагог-воспитатель Международной арктической школы, член Союза женских организаций республики, эколог-общественник, обладатель нагрудного знака за вклад в экологическое просвещение Анастасия Дорбасова. Место проведения – исторический зал. С
С 18 часов начнется инсценировка по повести «Кавказский пленник» Льва Толстого, постановка от учащихся Якутской городской национальной гимназии имени Черяевых. Место проведения – основное здание библиотеки, книгохранилище. Далее тут же пройдет инсценировка эпизода за номером 5 «Любовь» повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» от учащихся 20-й школы города Якутска. В 19 часов всех участников библиотечного дня ждут на встрече с творческим объединением «Кандыкан». Он пройдет в кофейне Национальной библиотеки. И завершит пул увлекательных мероприятий кастинг по озвучиванию книг. Здесь желающим будут предложены художественные тексты для озвучивания на выбор. Лучшие предстанут чтецами аудиокниг Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Это лишь часть мероприятий. Более полную программу вы можете посмотреть на официальном сайте Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Подобные мероприятия прошли и проходят и также в других регионах республики. Так, буквально вчера в городе Томот прошла Библионочь. День библиотекаря в России имеет особое значение не только для тех, кто работает в данной сфере, но и для читателей и ценителей хороших книг. Отмечается он ежегодно 27 мая. В библиотеках не только выдают книги для чтения, но и проводится множество мастер-классов на разную тематику, поэтические вечера, встречи с писателями. Для детей организовывают мини-спектакли, чтение книг по ролям, работники библиотек знакомят малышей с детскими произведениями. Все встречи проходят в игровой форме. Дети влюбляются в эту сказочную атмосферу, созданную специально для них, и хотят возвращаться туда снова и снова. Книга для меня – это познавательные страницы. Книга – это для меня что-то интересное. Книга для меня – это позитив и счастье. Праздник не является красным днем календаря, но имеет немаловажное значение. Именно библиотекарь поможет нам в выборе нужной литературы, не говоря уже о том, как приятно держать в руках именно печатный вариант любимой книги. Наша библиотека – это библиотека семейного чтения. И поэтому нашу библиотеку посещают не только взрослое население. С 1995 года 27 мая отмечается праздник Общероссийский день библиотек, который также носит название День библиотекаря. Я хотела бы сказать вообще о детских книгах, вообще в первую очередь, потому что сейчас детские книги – это настолько интересно. Дети все чаще и чаще начинают ходить в библиотеку. Дым в комнате понемножку рассеялся, и Волька вдруг увидел, что в комнате кроме него находится еще одно живое существо. Как и в любой праздник, в этот день звучат поздравления от коллег, родственников и друзей всем работникам библиотек. То, что мне нравится, то, что мне нужно, здесь всегда есть. И выбор хороший. Вот. И даже «Охота, хочешь хозяйство» журнал я беру. Пожалуйста, свежий журнал, подписка, пожалуйста. Ну и художественная литература. Отличная. Любой выбор хороший. Для посетителей проводятся литературные встречи. Посещение культурных мероприятий, концертов, спектаклей также является одной из традиций в праздничный день. Роман Сливкин, Игорь Тупицын, Ренат Нахиев, Томот. В прошлое воскресенье, 21 мая, состоялся финал нового телевизионного песенного конкурса «Вот это да». За звание лучшего боролись 51 человек из городов республики. Давайте вспомним, как проходили съемки конкурса и кто стал победителем. Здравствуйте, а вот и я. Меня зовут Сультим Дашипылов. Приехал я с Мирнинского района, поселок Чернышевский. Работаю я в Доме культуры «Вилюйские огни», преподаватель по вокалу. Я приехал в Якутск, и мне здесь нравится. Победитель проекта «Вот это да». Такое триумфальное возвращение на сцену состоялось спустя 20 лет молчания. После музыкального колледжа в Улан-Удэ, откуда родом наш победитель, ему не нашлось места в местном театре оперы и балета. А ведь он обладатель редкого, даже по мировым стандартам, драматического тенора. Очень хорошее выступление, я очень рада услышать такой прекрасный голос. Нам бы таких голосов. Все мы с непередаваемым волнением следили за выходом в эфир передач
где выступали участники конкурса. В финал конкурса вышли самые настоящие профессионалы. Пение, да и вообще музыку я могу назвать своей жизнью. Когда-то маленький Михаил Иванович Глинка сказал: «Музыка – это жизнь моя». Не побоюсь повториться, музыка – это и моя жизнь тоже. Вторая победительница, по мнению телезрителей, Анастасия Гришина, руководит Домом культуры в поселке Пеледуй. Попала на конкурс как второй лидер по СМС-голосованию после Яны Забелиной, которая, к сожалению, не смогла приехать на конкурс. Прошли такие очень насыщенные отборочные туры, где приняли участники Мирнинского, Алданского, Ленского, Неремгринского, Лёкминского районов и города Якутска. Все участники были очень сильные, членам жюри было очень сложно выбирать. Съемочная бригада преодолела почти 5000 километров автодорог, чтобы отснять отборочные туры в Нерюнгре и Мирном. И в финале собрались победители отборочных этапов Ленского, Алёкминского, Мирнинского, Алданского, Ленского районов и города Якутска. Главным препятствием на пути к славе стала река Лена. Участники из Алдана и Нерюнгри впервые увидели такой ледоход. Стремление показать себя в финале победило все страхи перед водной стихией. И оно того стоило. Ведь каждому из финалистов предоставлена возможность ротации своей песни на якутском радио «Тетим». Ну и, конечно же, самое главное, участники смогли пообщаться друг с другом. Самое интересное, это было общение с другими участниками, которые по-настоящему творческие люди от, не знаю, кончиков волос до кончиков пальцев. И, естественно, работа с замечательными людьми телекомпании «Якутия-24» огромное удовольствие, когда мы друг друга понимаем с полуслова, просто взахлеб. И общение, и сам творческий процесс. Я решила сначала показать себя более как лирического героя, а потом уже решила показать более себя веселушку, хохотушку. Такая... Финал первого песенного конкурса состоялся. «Вот это да!» станет теперь одним из ярких проектов телеканала «Якутия-24» в совместном детище телеканала и Министерства культуры и духовного развития региона. На этом наш эфир подошел к концу. Всем желаем плодотворного дня, отличной недели и хорошего позитивного настроения. Оставайтесь на канале Якутия-24, будьте в курсе всех событий. Ну а завершить наш эфир мы бы хотели песней в исполнении победителя конкурса «Вот это да». Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto per te vivrò, l'amore vincerà. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Dimmi che tu già il futuro lo sai, dimmi che questo non finirà mai, senza vuole soltanto te.
quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Non devo dirtelo ormai, già lo sai, che morire senza di te.